Знаете, когда недавно я строил лучшую ферму денег в террарии, 30 платины за 15 или 10 минут, и это даже не максимум, это вылилось в идею построить вообще все фермы, которые мне могут понадобиться, чтобы потом к этому никогда не возвращаться. Спойлер, мне все равно придется это делать. Да! Она работает! 7 часов ушло, я задолбался это строить. Здорово, начну я, пожалуй, видос с мини-моментиков того, что я сделал. Фарм, акции, мини-постройки, а дальше уже перейдем как бы к проектам побольше. В том числе и к лучшей ферме денег. Ну и, во-первых, так как мир у меня весь был в дырках благодаря полной очистке мира, я сразу это все пошел закрывать. Намного лучше, и еще я сделал это очень быстро, чего не ожидал. Позже фарманул кровавую луну, а также солнечное затмение. И, кстати, впервые. А вы знаете, что каждый получает после солнечного затмения? Сломанные мечи героя Сматрона. Они нужны для очень имбового оружия, террамеча. Это меч, который позволяет косить миллиард мобов, просто зажав кнопку, даже не целясь. Еще он дает наклык вплоть до Мунлорда, а также многими считается лучшим в игре. Конечно же, после Зенита. Поэтому, как только я выбил первые два меча героя, который ждал целую вечность, я сделал туалеты, которые у меня тут будут стоять на память, и вы можете даже за это лайк поставить. А также подписаться за то, что это первая серия летсплея с новым микрофоном. А знаете, где еще много нового? Правильно, в данже Скелетрона после убийства Плантеры. А вы про что подумали? К слову, я просто офигел, насколько эффективна эта ферма. И одновременно от того, насколько она проста. Выкапываешь прямоугольник, добываешь так блоки данжа, потом крафтишь из них стенки, кидаешь их в шиммер, делаешь линию, ставишь стенки. Готово. Очень имбовая ферма. Хз, что бы я без нее делал. Поэтому, как говорится, чем глубже в лес, тем подписывайся на мой телеграм, дискорд и все остальное по ссылкам в описании. Там ты сможешь пообщаться со мной и еще можешь задонатить на буст. Все, не отвлекаю. Честно. Кроме того, так как эту ферму построил я могу сам сказать, что она неплоха. Даже при том, что иногда какой-то рандомный даун может кастануть атаку, и ты умрешь. Но я считаю, что строить какую-то более хорошую ферму для фарма данжа Скелетрона вообще не стоит. Это как минимум пустая трата времени. А в данж, напоминаю, пришел я за аксами и оружием, которые здесь падают. А заодно обновил перчатку до огненной, потому что этот камень магмы лежал у меня целую вечность. И теперь я вместо щита Ктулху буду носить снаряжение ниндзя, потому что щит просто дает рывок, а снаряжение ниндзя еще и шанс увернуться. Как по мне, намного выгодней. Ну и теперь, когда я немного обновил аксы, я пошел покопать немного хлорофита и выбить меч сломанного героя. Снова. И благодаря этому террамеч у меня. И как только я пошел его перековывать, я жестко просчитался, потому что я потратил 30 платины на говноперековку террамеча. В общем, проблему надо было решать. И поэтому я вместо фарма на лоховской дефолтной ферме пошел построить домик в биоме освещения. Ой, блядь, что? Короче, я пошел строить лучшую ферму денег в игре. Запись ее постройки длится у меня 7 часов. Это так, просто решил постфактум добавить. Первое, что мне нужно было сделать для ее постройки, это выкопать большую область на уровне пещер. Плюс-минус 100 по вертикали и плюс-минус 100 по горизонтали. В центре строится вот такая конструкция, где снизу пауки спавнятся, тэпаются ближе ко мне, подбирают монеты, которые я бросаю, и пока ничего. Надо достроить вторую часть. Поэтому через 500 блоков направо я сделал такую же область, но тут конструкция иная. Она уже нужна для более удобного фарма. И чтобы вам дальше сейчас понять, о чем будет идти речь, мне нужно объяснить вам механику. Если моб подбирает монету, он не диспавнится. И если он будет далеко от вас, то еще и отхилится. Но не на фул, наполовину. Поэтому кидаем кучу монет, ждем примерно 40 пауков, и благодаря тому, что мы по таймеру тэпаемся туда-сюда, мобы хилятся. И мы бьем их бесконечно. Но в чем фарм? Ты же их не убиваешь, верно? Я специально для этого подготовил интересный аксессуар с пиратов. Золотая монета. При ее помощи, когда ты бьешь мобов, выпадают монеты. И если в обычном случае это ничего такого особенного, и это вообще говно, то вот когда 40 мобов в одном, и у тебя гигантская скорость ударов, ситуация кардинально меняется. А особенно, если ты тэпаешься туда-сюда, и они постоянно хилятся. Ты понял, да? Это бесконечная ферма денег, на которой ты получаешь миллиард платины в секунду. Это если, конечно, ее разогнать, а я пока так не могу. Но, знаете, 30 платины за 15 минут мне хватит с головой. А если я постою часик или больше? Что если я ставлю на ночь? Короче, я очень доволен. Но эти 7 часов длились бы еще больше, может, достигли бы и 10, если бы мне не помог мой хороший знакомый АФК. Он мне показал, что у этой фермы есть даже чертежи. И исправил меня в некоторых моментах, что очень сильно ускорило работу. Поэтому
Всем большое спасибо, если ты это смотришь. Ну и, наконец, ферма, можно сказать, закончена. Единственное, что я могу делать, так это улучшать свою снарягу для большего количества ударов в секунду. В конце видоса, кстати, я с этим еще поэкспериментирую, поэтому смотрите до конца. Но пока я использовал только лягушек. И даже при них имею вот такой вот неплохой доходик. Короче, если хотите пострадать хуйней, постройте. Я таким больше никогда в жизни заниматься не буду. А более подробно узнать вы про нее можете в вот этих двух гайдах. Один от Места, в нем все не так подробно, зато на русском. А второй от Ангел Чела, который ее и создал. Там все в деталях, очень понятно и просто все объясняется. Ссылки я оставлю в описании. Чуть ниже ссылок на мои соцсети. Ну и вы же не думали, что это все? Потому что впереди у меня целый список ферм. Хоть и некоторые из них у меня уже готовы. Я бы даже сказал большинство. И давайте я сразу по ним пробегусь, и потом перейду к тем, которых у меня нет. Ферма синих грибов есть. Ферма мобов классическая есть. Мобы идут в вулканчик с лавой в большом пустом прямоугольнике, где снизу тоже лава. А еще там слева и справа дротики, чтобы мимики спавнились и агрились на вас. Они просто стояли и руинили спавнрейд. А если хотите там фармить жезл раздора, то просто сделайте все освещением, без багрянца. И там, где вы стоите, не должно быть фоновых стен. Тогда будут спавниться элементали, что вам и нужны. Ферма данжа скелетрона есть, я уже ее объяснил. Ферма призывала Креброна есть, объяснение тут и не нужно. Ферма нашествий есть, но объясню, как она работает, я в конце ролика, потому что сейчас я слишком с этим затяну. Ферма фруктов жизни бутонов есть, ферма цветов есть, а ферма хлорофита нет. Делается она очень просто. Раз в 40 блоков делается вот такая оптимальная формочка из грязи, где в центре ровно 2 блока хлорофита. Со временем он будет расти, и в день вы можете собирать так прилично, смотря насколько большую построите. Я сделал ее вот такой, потому что мне пока он сильно и не нужен. Ферма кристаллов нет, но кому она вообще нужна? И осталась только одна. Ферма порчи в мире с багрянцем, то есть всяких мобов порчи и пожирателя. Это я продумал давно, и специально для этого ферма тыкв превращается в биом порчи. Если у вас возник вопрос, откуда у меня семена порчи, если я никогда не захожу в другие миры, вот вам ответ. Дриада, кладбище, кровавая луна одновременно. На здоровье. Ну и теперь пожиратель миров повержен. А я имею сразу 2 акса на понижение урона. Прикольно, но вроде как бесполезно. Напишите ваши идеи по поводу того, что можно с ними собрать. А я перехожу к объяснению фермы нашествий. Вообще, такая вам не особо и нужна. Вы можете сделать вулканчик на равнине. Готово. Но если вы хотите сделать именно такую, то есть продуманную, то объясняю. Снизу пространство, чтобы призраки не могли нас задамажить, пока мы в нашей безопасной комнатке. Там я поставил вулканчики и дротики, которые я нашел в пещерах. И их с помощью проводов присоединил к таймерам, которые я врубаю из своей основной комнаты. Таймер — это, если что, механизм, который раз в какое-то время от секунды что-то активирует. И вообще к таймеру, который я тут поставил, чтобы его врубить, подключены не только нижние ловушки, но еще и верхние. То есть при его включении все ловушки начинают работать и бьют мобов, которые у вас тут ходят. Сверху стоит куча статуй валунов, которые крафтятся на кладбище из камня. Они тоже падают по таймеру, но КД у них чуть побольше. А вот верхний блок, который можно отключить, уже поинтересней, потому что работает он на активаторах. Активаторы — это штуки, которые продаются у механика, и с помощью них можно отключать и включать блоки. Если более просто, то штуки, которые отключают и включают блоки. Но к ним нужно провести провод и то, чем вы будете их активировать. К примеру, рычаг. Провели провода, поставили рычаг, отключили блоки, включили блоки. Молодец! Ты узнал, насколько сложно в террарии работают механизмы. А, и еще я забыл немножко пояснить за супер логичную вещь. Это то, что активаторы надо ставить на блоки, которые вы хотите отключить или включить. Готово? Ты не зря потратил время, потому что узнал много о механизмах. И теперь сможешь удивить друзей.